Владос, а я иду в твой кабинет. Не надо в мой кабинет, что ты там забыл? Привет. Что? Нифига! Да не, Владос, не беги. Просто жесть, блин! Меня уволили из-за 4 продакшена. Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, я обязательно поставлю тебе лайк. А перед началом ролика хочу порекомендовать тебе сайт с сюрприз-коробками Crazy Box Top, на котором ты с легкостью можешь получить телефоны, наушники, приставки, часы в 10 раз дешевле, чем в любом другом месте. Первое, на что нужно обратить внимание, это бесплатная коробка, которую можно открывать каждый день, совершенно бесплатно, и главный приз в этой коробке – iPhone 12. Но самое интересное, тут есть коробка смартфонов, с которой всего за 299 рублей можно легко получить любой новый телефон. Заказывай доставку полученного приза на свой адрес и жди СМС-уведомления о прибытии посылки. Почему же я вам их рекомендую? Потому что они дают гарантии на доставку призов, либо вернут деньги за открытие коробок. Так что вперед на Crazy Box, за новыми гаджетами по ссылке в описании, Влад А4 рекомендует. Саня, что такое? Что за записка? Сегодня снимаем «Кто последний покинет видеочат челлендж». Все, ребята, на связи. Правило первое. Нельзя выходить из кадра. Правило номер 2. Нужно выполнять челленджи от А4 Продакшена. Посмотрите, где я. Мне для этого челленджа выпала квартира. А я приехал на офис. Выходной день в офисе? Сумасшедший. Я снял номер в 5-звездочном отеле «Президентский люкс», в котором тусуюсь, кушаю, хожу в спа. Нормальный у тебя выходной. Это аквапарк. И я хотел отдыхать и кататься на горках. Оператор пришел. Здесь детская зона, посмотрите. Ты где такой аквапарк нашел? Офигеть! Там вообще нет людей, ребята. Пацаны, мне только что челлендж пришел. Так быстро, челлендж? Надеть новый элемент одежды за 3 минуты. У нас есть 3 минуты, время пошло, пацаны, погнали, погнали. Я же дома, у меня здесь гардероб. Все, пацаны, время вышло. Ну все, вы все готовы. Я накинул на себя мерч. Ну ты читер вообще, конечно. Я накинул на себя вот такое вот пончо. Это как плед, только с капюшоном. Серега, где ты нашел шапку? Она здесь лежала на шезлонге. Я не знаю, чья это. Что? Сумасшедший. Пацаны, а я надел вот такой вот модный халат. Ну, мы все справились, пацаны, поздравляю. Ребят, смотрите, кто ко мне тут подошел. Это же пёсель мой. Смотрите, как она балдеет тут со мной. Пришел новый челлендж. Я еще не дошел до зарядки. Так догоняй, быстрее беги к зарядке. А Кобяков, зачитывай челлендж. Нужно подняться на 1 этаж выше. О, пацаны, я как раз около лестницы. Смотрите, как быстро получится. Жесть, ребята. Но знаете, мне очень повезло, потому что та-да-да-дам, у меня в квартире есть 2-й этаж, поэтому я врубаю свет и поднимаюсь на 2-й этаж. Владос, а я иду в твой кабинет. Не надо в мой кабинет, что ты там забыл? На-на-на-на. Ой, какой прикольный диванчик, Владос. Я присяду, ты не против? Все, я выполнил задание. Обожаю, когда начальника нет в офисе. Челлендж выполнен, да, поздравляю, пацаны. Пацаны, как раз звонок, так. О, Нифига себе! У Кобякова там пир. пацаны, показываю. Цезарь с креветками. Ой-ой-ой, захотел. Ладно, пацаны, давайте я вам покажу, что у меня в доме на 2-м этаже. Давай. А я буду пока кушать. Ну, вообще, здесь как бы спальня, здесь кровать. И я, как Кобяков, могу сделать вот так. О, Влад, я на твоем диване тоже могу сделать вот так, смотри. Это наглёд. Все. Ты лучше покажи пацанам, как у тебя шторы открываются. Я когда в шторы историях видел, открываются, это просто вообще офигел. тема. Тут есть кнопочка. Нажимаешь вот на эту кнопочку. Закрываются шторы сами. Пацаны, зацените, у меня тетрис настоящий лежит. О, пацаны, как раз новый челлендж пришел. А4 Продакшн по-любому за нами следит. Я только зашел в зал, и челлендж звучит так. Отожмитесь 10 раз. Но, в принципе, это легкотня. Раз, два, 9. Ко мне только что пришло оповещение, что осталось 20% зарядки. Срочно бежим к зарядке. Да не, Владос, не беги, нормально, еще хватит. Нифига. Смотри. Блин, нет, Владос, не надо. Все, заряд пошел. Челлендж новый пришел. Сейчас вы все должны понюхать цветок. Цветок? 1 минута? Я давно Юля цветы не дарил. Надо это исправлять. Вот. Кобяков, ты что, ромашку нюхаешь? Нашел, в номере стояла. Да что так везет?
идет этому кабину. Тут стояли салфетки с розами или с пионами, я не знаю с чем. Нет, Сергей, Эй, не ты надо чё, баловать. Серёг? Конечно, креативно, но не знаю, считается ли или нет. Я гениально придумал. Я же могу взять вот так зарядочку и полететь к новой розеточке. И я лечу на кухню за чаем. Я совсем не успеваю по лестнице спуститься. Мне придется прыгать в эту трубу. Чё? Так прыгай быстрее! Он реально это сделал! Серега летит в горы! Серега летит! Опа. Я слышал звук воды. вырубился. Вы слышали, как это было эпично? И все, Серега пропал. У меня телефон выключился. Покажи свою коллекцию кроссовок. Мне вообще кажется, это ненормально. Они у него одинаковые, прикиньте. В смысле, все нормально с моими кроссовками? Покажи подписчикам. Я считаю, это ненормально. Короче, в чем заключается наш с Глентом спор? У меня очень много одинаковых кроссовок. Смотрите, одна пара, вторая, вот с таким рисунком, четвертая, пятая. И точно такие же кроссовки есть у Юли. Ну, из того, что дома, вот, 6 пар, ну, как бы почти одинаковых кроссовок. Ну, как вы считаете, подписчики, нормально это или ненормально? По-моему, нормально. Это ненормально. Пришел новый челлендж. Нужно присесть с каким-нибудь предметом на голове, чтобы он не упал. Раз, два. У меня есть 50 российских рублей. Раз. Два. Сколько присесть? Да нисколько, просто один раз нужно было присесть. Один раз. Пацаны, стоять! Новый челлендж пришел. Вы сейчас просто офигеете. За 1 минуту нужно погладить животное. Побежали в офис Грише. Ребята, у меня-то ситуация намного лучше. Смотрите, как это работает. Саша, Саша, иди сюда. Саша, Саша. Саша, ты мое спасение, собака. Выходи. Гришка, вылазь. Гриша, ты тут? Я погладил Гришу. Все. Кобяков, ты проиграл. Ну что, Глент, это дуэль. Но ждем следующего челленджа. Саня, погнали на зарядочку. Владос, стоять, ты тоже это видишь? Так, челлендж, ребята, так быстро. Попробовать 3 предмета разного цвета, съедобных. Да я легко с этим справлюсь. Полетели! Так, я беру мандаринку, раз. Пел. Я беру орешек. Вкусовой огурец. Походу придется кусать лимон. А мне табаско досталось. Тебе не кажется, что челленджи немножечко ужесточаются? Да, так и хотят, чтобы мы проиграли. Я буду тебе показывать предметы с нашего склада, а ты будешь вспоминать, из какого они ролика. Это планетка. Это картонный ролик про школу. Да. Это Аквапринт челлендж. Подожди, это какие-то синие палки, да? Да. Давай вот так покажу. Я, Глент, не знаю, я сдаюсь. Это с Майнкрафт тюрьмы, кирка алмазная, ты чё? Смотри, это какой-то кристалл. Подписчики, может, вы узнали, что это за штука? Из какого она ролика? Напишите в комменты. Блин, я реально не помню. Очень странный челлендж. Найти стакан, найти ручку и с расстояния 1 метра закинуть ручку в стакан. Так, бросаю. Раз, 3. Саша, неси ручку, неси ручку. Молодец, давай сюда. У меня чит, у меня здесь пёсель. Я бросаю ручку, она приносит. Ну, блин. Давай сюда. Молодец. О, он вылетел у меня прям со стакана, она уже была в стакане. У меня есть новая ручка. 3, Нет. 1. Последний бросок. Так, ручка моя Не любименькая, попади, вон стакан. О, как близко было, я не попал. Не попал! Блин. Это просто жесть, блин, это капец. Я еду в офис. А, нет! Влад, я чуть без башки